В эфире программа «Актуальное интервью». Мы работаем в прямом эфире в студии Анастасия Кобызева. Один из самых известных фэшн-стилистов России, настоящий профессионал Гала Борзова, в эти дни проводит в Якутске мастер-классы по стилю в рамках ежегодной ярмарки «Бизнес-Экспо». И сегодня она гость нашей студии. Мы поговорим об истории ее успеха, о модных трендах будущего года и не только. Здравствуйте, Анастасия. Алла, я вас приветствую в нашей студии. Спасибо, что нашли время в своем плотном графике и пришли к нам. У меня такой вопрос. Вот Якутия – ваша родина, но сейчас вы живете и работаете в Москве, довольно успешно работаете. Вот как вас встретил наш морозный Якутск и вообще как часто вы в нашем городе бываете? Честно, я не такой частый гость была в Якутске до позапрошлого года. Позапрошлом году в моей жизни появился Юра Барагай, и он первое, что сказал мне, когда мы с ним познакомились, он сказал, что ты почему домой не ездишь? Домой, говорит, надо ездить, не забывать свои корни. И если до этого, вот буквально 2 года назад, я была такая вся себя москвичка, там, отметила 10 лет, ну я уже давно живу в Москве, на самом деле, не 10 лет, я живу уже 18 лет в Москве. Я до этого была, считала, что все, я уже такая москвичка-москвичка. Зачем на родину приезжать? Да, у меня родители живут в Москве, у меня бабушка живет в Москве, родственники папина живут в Санкт-Петербурге, сестра в Канаде. Я была такой человек мира. Вот. Но когда он мне это сказал, я об этом задумалась, и буквально через месяц мне поступило приглашение первый раз выступить в Якутске с мастер-классами. 2 дня я давала мастер-классы, и так здорово съездила. Я я действительно получила огромное удовольствие от пребывания на родине, и я почувствовала, как родина меня реально зарядила. И с тех пор я всегда и везде анонсирую, что я из Якутии, я стараюсь в своем инстаграме часто рассказывать про Якутск. Вот буквально вчера я проводила обзор среди своих подписчиков. Я сказала, какие факты вы знаете о Якутии. Там, конечно, невероятные просто факты какие-то есть, какие-то, знаете, легенды из серии. Например? Что там, ой, я даже не вспомню, что якутские коты ночуют на улицах, там, что якутские дети ходят и едят мороженое. Ну, там какой-то вообще полный сюр есть. Там, что в Якутске было минус 83 градуса, да, что над Якутском видели северное сияние, то есть и так далее. То есть там, что правда, что вымысел, не поймешь. И на самом деле родина в этот раз встретила меня очень тепло, несмотря на холода. Я не сразу вылетела. Я должна была прилететь вчера. У меня отменили, из-за туманов, да. Отменили рейс из-за туманов. Организаторы очень в срочном порядке ночью по Якутску поменяли мне билеты. Вот я сегодня здесь, прилетела в 9 утра. Еще не спала ни минуты, вот, но мне очень нравится. И сейчас был первый мастер-класс для участников форума Экспо. В основном все были девушки, естественно, моя специфика Ваша интересна. аудитория. Да, конечно, это моя аудитория, и то, чем я занимаюсь, интересно в большей степени женщинам. Несмотря на то, что девушки вначале были, как все якутянки, наверное, чуть сдержанные, холодные, к концу я раскачала аудиторию, все заулыбались, было очень много вопросов, естественно, куча селфи. Вот я сейчас закончу с вами прямой эфир. И снова в бой, да? Да, нет, я еще посмотрю, что у меня там накапало, сколько человек меня отметило в Инстаграме, всегда очень интересно. Гала, если посмотреть ваш Инстаграм, ваша визитная карточка – это очки. Я все-таки думала, что вы придете в очках. А еще у вас какие слабости, каким предметом испытываете? Платки, да, я знаю. Платки, да. Я как раз, кстати говоря, приехала и в платке, и в очках, но решила, что... В студии вы будете? В студии, да. Как-то, знаете, в очках бликовать будут, камеры отражаться. Я думаю, нет. На самом деле, моя визитная карточка, да, конечно, это очки. Это, естественно, высокие каблуки. Мой стиль достаточно дерзкий, провокационный. Он часто неудобоваримый. И я всегда говорю своим подписчикам, что не смотрите на меня как на ролевую модель. Я про вдохновение. Вы должны посмотреть на меня, вдохновиться и сделать что-то в своем стиле, то есть не надо копировать мой стиль. Ну и плюс, конечно, моей визитной карточкой является сочетание принтов, то есть я очень круто умею миксовать, казалось бы, там нереально, там, клетку с квадратом, полоску с горошком и так далее, то есть хорошо получается. Вот, это тоже визитная карточка, это то, чаще всего, зачем обращаются ко мне персональные клиенты, когда мы говорим о личном гардеробе. Вот у вас есть собственная школа стиля. И вот также из Инстаграма я узнала, что вам недавно исполнилось 1 год, хотя вы сами в Инстаграме написали, что изначально это были просто онлайн-курсы, которые вот уже переросли такое в большое комьюнити. Вот сколько у вас уже учеников? Сейчас у меня заканчивает обучение порядка 150 человек. Плюс был марафон по стилю, в котором было 120 человек, еще 2 потока курса. Ну, порядка 800 человек мы уже обучили. Гордитесь своими девочками? Очень горжусь. И вот буквально вы видели отчет с
с вечеринки. Неделю назад было празднование годовщины, и я посмотрела наконец-то на тех людей, которые у меня учатся живьем. То есть я поняла, что это не какие-то люди в Инстаграм, которые мне что-то пишут, задают вопросы. Это настоящие девушки, живые, красивые, яркие, нарядные. То есть я действительно прям очень счастлива быть как бы главой такого крутого модного женского комьюнити. Еще не раз вы упоминали о том, что вы бы хотели выпустить книгу о стиле. Вы над ней уже работаете или вы пока считаете, что рано вам вот публиковать Классно. книги? Я сейчас в прямом эфире вашего телеканала анонсирую, что я на самом деле уже написала книгу. Это с издательством «Эксмо». И в марте у меня будет презентация книги. На самом деле в феврале у меня день рождения. Мне исполнится, я не скрываю свой возраст, мне 35 лет. Я хочу сделать большую вечеринку в Москве. И я вот буквально пару дней назад созванивалась со своим редактором. И мы решили, что первый дроп книги будет представлен в конце февраля на моем дне рождения. Отлично. Так, также я бы хотела спросить, ну, все знают о том, что вы входите в топ-5 самых успешных стилистов России. У вас достаточно многое количество подписчиков в Инстаграме, более 230 тысяч человек. Вот в связи с этим, как вы можете объяснить свой успех? Вот что вас отличает от других стилистов? Их достаточно сейчас много, и не только в Москве, да, и в России. Ну, во-первых, у меня есть гигантский опыт работы в индустрии. Я начала работать стилистом 14 лет назад, какой бы огромной цифрой это ни казалось. Во-вторых, я из топовых стилистов единственный стилист, у которого есть профильное иностранное образование. Я закончила London College of Fashion. Я работаю по специальности. То есть у меня реально есть образование, экспертиза, сказать, что это модно или это не модно, это хорошо или это нехорошо. У меня гигантское портфолио. Я работала с топовыми российскими компаниями. Это и Аэрофлот, там, Альпенгольд, МТС, ну то есть гигантские рекламные кампании я снимала международные рекламные кампании. Я работала с компанией Louis Vuitton, с компанией Lacoste. Я работала в Париже, в Барселоне, в Шанхае, в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке. То есть чем я отличаюсь еще от тех стилистов, которые есть в Инстаграме, я работающий стилист, я не блогер. То есть очень многие девушки путают фэшн-блогера и стилиста. Фэшн-блогер – это человек, который очень хорошо одевает себя сам, демонстрирует это в Инстаграме, да, и дает какие-то советы на базе своего личного образа. Я себя, мало того, что себя хорошо одеваю, я работаю с клиентами. То есть я реально практикующий стилист, то есть я не блогер. Ну, я уже, и как я еще разделяю. Если бы мне больше доход приносила Инстаграм, то я бы, наверное, была блогером. Но я зарабатываю именно своей профессиональной деятельностью стилиста. Вот как раз-таки, раз вы уже начали говорить о деньгах, я дальше спрошу у вас о деньгах. Вы никогда не стесняетесь в интервью говорить о том, что вы любите деньги. Вот ваша работа, она приносит хороший доход именно в России? Я очень хорошо зарабатываю. Я зарабатываю, цифру не буду говорить, чтобы не шокировать граждан республики, наверное, но я зарабатываю как топ-менеджер крупной российской компании. То есть это цифры с 6 нулями в рублях. Хорошо. Вы также говорите, что вы бы хотели, чтобы вами вдохновлялись. А вот сами вы чем вдохновляетесь? Ну, я, честно, черпаю вдохновение в путешествиях, в искусстве, в том числе в современном с недавних пор. Естественно, я вдохновляюсь какими-то такими вещами, как кино, ну, то есть чем-то очень доступным, стрит-стайлом. И, конечно, у меня есть свои фэшн-иконы. Кто это, если не секрет? Анна де ла Руса и Арис Апфель. Это две мои фэшн-иконы. Это те люди, стилем которых восхищается Гала Борзова. Отлично. Также я хотела бы у вас спросить такой вопрос о трендах следующего года, хотя, наверное, всю программу можно посвятить только одному вопросу. Вот не все, к сожалению, якутянки смогут пойти на ваш мастер-класс, хотя бы вот, может, они услышат, увидят по телевизору. На самом деле, хочется сказать по поводу трендов, что если отсматривать все показы, все топовые недели моды, которые есть в мире, а это Париж, Милан, Нью-Йорк и Лондон, то трендов ежесезонно больше 100. Это честно, то есть это правда. И на самом деле каждая девушка, любой человек в этой студии попадает в тот или иной тренд. И розовый модно, и кружево модно, и черный лак модно. То есть поэтому я в своей школе обучаю не следовать за трендами, а вырабатывать свой уникальный стиль и применять на него те тренды, которые будут модны в следующем сезоне. То есть я за уникальный стиль, а не за слепое исследование моды. Также вот я вчера нашла про вас следующую цитату. Антиглянец написал про вас следующее. Гала делала правильный фэшн для Lacoste, рекламу для Аэрофлота, вы уже про это говорили, парижские показы Алены Ахмадулиной, переодела тетю Мотю и еще пол-рублевки.
В связи с этим у меня вопрос. Русские женщины плохо одеваются? Ну, я пошучу, да, наверное, скажу, мы стали гораздо более лучше одеваться. Нет, на самом деле, тут же история про профессионализм. То есть я никогда не приготовлю салат, как приготовит его профессиональный повар. Точно так же обычная девушка, которая, там, ну, неважно, она работает женой, там, или она работает топ-менеджером, там, президентом банка, она никогда не оденет себя так, как оденет ее профессиональный стилист. И я, конечно же, вижу, то есть есть многие российские звезды, например, Ксения Собчак, которая говорит о том, что у нее стилиста нет, и она одевается сама. Но я, как профессиональный стилист, глядя на ее образы, и понимаю четко, что 100% Ксения Собчак стилист есть. Она обманывает. И он классный. То есть это действительно крутой стилист. Ну, либо Ксения Собчак больше ничего не делает, сидит дома, изучает показы, тренды, бренды, ходит по магазинам, и поэтому она так круто одевается. А если говорить про якутянок, у нас как со стилем? Мы его чувствуем или мы вообще далеки от этого? Ну, я не так часто бываю в Якутии, как я уже сказала ранее, как вы успели заметить, но в Якутии есть необычный самобытный стиль. Сегодня я отметила, что у очень многих девушек есть какие-то одежды с национальным колоритом. Это здорово. Это да, очень... верхняя одежда, украшения. Мне очень нравится, что я сегодня на мастер-классе... Мне кажется, я даже не увидела девушек в угах, реально. Я считаю, что уги – это самая ужасная обувь. Она уродует любую походку, любую девушку. Девушки реально были в унтах, красивых, расшитых бисером. То есть я вот получила большое от этого удовольствие. То есть это здорово, что не теряем свои корни и продвигаем, в том числе, нашу такую уникальную, яркую, богатую, красивую национальную моду. А по поводу стиля якутянок в целом, я подписана на какое-то количество якутских девушек, там, на Анну Медиа, там, на Лизу Газизову. У меня есть ученица, учится сейчас у меня в школе стиля. Это, конечно, очень классные, очень стильные, очень модные девушки, которые, я даже не знаю, как они вот, какой надо иметь такой, знаете, пытливый ум, как бы интерес, чтобы, находясь так далеко там от Нью-Йорка, этим так увлекаться и настолько хорошо в этом действительно разбираться, это круто. Как раз-таки совсем недавно вы также опубликовали фото в Инстаграм, на которой вы в одежде от якутского дизайнера Петра Яковлева. Вот как в Москве воспринимают стиль Петра Яковлева и с какими-то еще якутскими модельерами вы работаете? Конечно, я еще в дружеских, приятельских, хороших очень отношениях с Дорой Николаевой. У меня есть ее вещи. С Петей мы, честно, лично не знакомы. Он мне написал в Инстаграм, что «Здравствуйте, Гала, я Петр Яковлев, я сейчас живу в Москве, и я создал новый бренд, и вот у меня такие вещи». Я зашла на Инстаграм его бренда, говорю: «Вау, вот это круто». Он говорит: «Тогда можно я вам типа подарю все, что вы хотите?» Я выбрала это пальто, выложила в нем селфи, выложила фото, какие-то прямые эфиры сделала в Инстаграм, и на следующий день у Пети раскупили все. Одна девушка даже звонила Пете и говорила: «Так, может быть, вы у Галы Борзовой заберете пальто и мне продадите?» Да, то есть в итоге Петя, я знаю, это пальто повторила из другого материала, потому что этот материал в Москве уже sold out. То есть положительные отзывы? Очень положительные. Петя, Петр, я знаю, что, ну, то есть я знаю об этом дизайнере очень давно, и я знаю, какую раньше он делал моду. То, что делает сейчас Петр, это реально очень, может быть, это менее понятно, не люблю слово там, обычным людям, широкой аудитории, но это очень модно. Это действительно очень остро, очень круто, очень по-западному, и я жду, конечно, когда Петр сделает действительно большую коллекцию, там, с 30-35 луков, чтобы проследить, как она развивается. Это классно. Ну, также мы еще знаем, что вы большая любительница меха. Вот в связи с этим вопрос. Кстати, еще я прочитала в Инстаграм о том, что у вас есть даже аллергия на какой-то мех. Вы носите, по-моему, то ли шиншиллу, то ли соболь. Соболь и шиншиллу только. Вот правильно я говорю. Вот в связи с этим вопрос. Вот не встречаете ли вы неприятия по этому поводу у приверженцев экологии в моде? Ну, если бы критикуют ли они вас? Если бы вы читали не только мои посты в Инстаграм, но и комментарии к ним, да, там мой каждый выход в меховой шубе, каждая фотография набирает порядка 400 комментариев, из которых там 100 комментариев всегда отписываюсь. То есть люди реально считают, что если ты носишь натуральный мех, это как бы это повод отписаться. То есть и сегодня я проводила как раз утром прямой эфир из мехового салона. Мы рассказывали про соболиные шубы, как раз-таки рассказывали, что якутские соболя самые ценные, седые, самый вообще классный мех, самый крутой соболь у нас водится, а никак не в Канаде.
И мне писали действительно в прямом эфире гадости, мне в директ пишут гадости постоянно, но это позиция, понимаете, там у кого-то позиция не носить мех, моя позиция мех носить. Я из Якутии, я точно знаю, что хорошо сшитая шуба из хорошего сырья может быть вещью, которая даже по наследству передается. Я знаю точно, что шубы, которые из эко-меха и пуховики разлагаются столетиями. Натуральная шуба разлагается очень быстро. Я знаю точно, что эти чебурашки за сезон приходят в негодность. Натуральная шуба хорошая будет служить долго, если фасон вдруг стал немодным, ее можно перешить во что-то модное. То есть натуральная шуба это действительно круто. И бороться надо не за то, чтобы не использовать натуральный мех, а бороться надо за то, чтобы у животных было достойное содержание и чтобы не было браконьеров, которые вот в этих ужасных роликах там снимают с животных шкуры живьем. То есть на нормальных производствах такого, конечно же, нет. Браконьеры, конечно, могут чудить, поэтому бороться надо против этого. Ну а потом, опять-таки, я против двойных стандартов. Я против того, что люди носят обувь из натуральной кожи, с удовольствием едят мясо. И кричат, что виват экология. Курицу, да, то есть там, мне там недавно просто ужасные гадости писала девушка в пуховике, вот так вот отделанным каким-то там енотом, знаете, то есть вот я пишу, как бы, а как это? А я давно купила этот пуховик, она мне пишет. Ну, то есть тогда, если уж вы против убийства животных, тогда будьте последовательны в этом. Ну, а у нас на севере, в Якутии, это, конечно, невозможно. То есть сегодня такие холода, ну, вот какой пуховик? Он просто треснет, пуховик, мне кажется. Какой главный совет вы можете дать нашим телезрителям? Совет от Галы Борзовой. Совет от Галы. Ну, первый главный совет, наверное, каждой девушке он адресован. Не пытайтесь кого-то копировать, да, будьте собой. То есть самое главное быть собой, потому что каждая девушка уникальна, каждая девушка красива. В каждой из нас живет стилист, который точно может классно себя одевать. Поэтому не надо как бы глупо гнаться за трендами, за брендами. Не надо покупать подделки. То есть вы не любите подделки, кстати? Нет, конечно. Зачем? Нет, конечно. То есть я не вижу ничего плохого в масс-маркете. Я знаю, что в магазине Zara можно роскошно себя одеть. Тут вопрос вкуса, стиля, как бы и отсутствия лени. То есть это все практика. То есть если вы каждый день будете уделять там 20 минут тому, чтобы одеться, там, и подумать о том, во что вы одеваетесь, какое впечатление вы хотите произвести, поверьте мне, через полгода вы будете одеваться лучше. Ну, естественно, присоединяйтесь к моему сообществу в Инстаграм, к школе стиля Гала Борзова. Я на примере своих учениц вижу, что это действительно работает. Я вижу, как люди начинали, как бы, с чего они начинали, как они одевались и как они одеваются в конце обучения, в конце практики, там, трехмесячной. Это небо и земля, если честно. Гала Борзова, у нас остается совсем немного времени. Я буквально, блиц-опрос мой состоял из 10 вопросов. Я буквально своих 3 любимых быстренько задам. Проект, которым вы особенно гордитесь? Онлайн-школа по стилю. Угу. Ваш любимый цвет? Розовый. Угу. Огорчаетесь ли вы, когда-то кому-то не нравится ваш образ? Нет. Не огорчайтесь. Ну и последний вопрос. Вы считаете, что правда встречают по одежке, а провожают по уму? 100%. Первое впечатление второй раз не произведешь. Отлично. Гала Борзова. Гала, спасибо вам огромное за эту интересную беседу. Спасибо за советы, которые вы дали нашим телезрителям. Я желаю вам успехов. Я желаю, чтобы вы дальше достигали новых и новых вершин. А я напомню, что это была программа «Актуальное интервью». Мы работали в прямом эфире. Не переключайтесь.